Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки поминания Аллаха, а именно уроки дуа, как правильно взывать к Аллаху, обращаться к Аллаху. И мы с вами на прошлой лекции говорили о положении кибля, то есть уважение в сторону кибла, то есть в сторону Мекки проявлять, каждый мусульманин должен проявлять уважение именно в сторону кибля, несмотря на то, что Кааба от нас далеко, но где бы мусульмане, в какой бы части земли они ни жили, они несомненно должны знать, где находится кибля, потому что это есть условие намаза, так ведь? Без этого намаз не принимается, и, конечно же, они всегда должны проявлять уважение в сторону кибла. То есть, когда мусульманин ложится спать, он старается или головой в сторону кибля, или лицом, когда ложится на правый бок. Когда человек умирает, его поворачивают в сторону кибля. Когда мы его опускаем в ляхат, то есть могилу, мы поворачиваем его лицом в сторону кибля. Плевок, пророк ﷺ сказал, который человек совершил в сторону кибля, он найдет на своей голове, на своем лбу в судный день. То есть, получается, он сам себе плюнул в лицо. И также один из правил дуа, этикетов дуа, то есть лучше, желательно во время обращения к Аллаху поворачиваться в сторону кибля. Также, когда Коран читаем, когда во время курбана жертвенных животных забиваем. То есть можно продолжать дальше, но мы должны понимать, что это уважительное отношение мусульман в сторону кибля, где бы они ни жили, и сколько бы тысяч километров нас не отдаляло от этих священных мест. И мы с вами вспомнили несколько хадисов, которые указывают, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указывает на то, что он во время обращения к Аллаху поворачивался лицом в сторону Каабы. И также мы с вами вспомнили хадис, когда он на минбаре, стоял на минбаре, получается, спиной в сторону кибля, лицом к мусульманам, он также сделал дуа, что является доказательством о необязательности. То есть это не является обязательным условием дуа. Мы продолжаем правила дуа, и сегодня, иншаллах, поговорим о том, как правильно построить структуру дуа. То есть как правильно обращаться, с чего нужно начинать во время обращения к Аллаху. Потому что Аллах мудрый, и даже когда мы, рабы Его, обращаемся друг к другу с какими-то просьбами, с какими-то вопросами, да, есть определенный этикет, есть определенные правила, которые мы, даже если нам это не нравится, да, может быть, мы обязаны их соблюдать. Мы обязаны это соблюдать. Когда мы идем в кабинет к врачу, в котором мы нуждаемся, да, нам нужно пройти какие-то процедуры, где-то нужно записываться. Если это частная клиника, надо заплатить деньги. Так ведь? Может быть, у входа нужно надеть бахилы, оставить верхнюю одежду, то есть это правило. Это правило. Если ты зайдешь к врачу в грязных сапогах, может быть, не знаю, в пуховике, в шапке, да, заранее не записавшись, то вполне возможно, что тебя попросят выйти. И ты не получишь то, чего ты хотел. И даже если так не усложнять, даже мы, когда друг с другом встречаемся, элементарно, мы же сразу не начинаем разговаривать, да? Мы говорим «саляму алейкум». Мы приветствуем друг друга. Так ведь? Вот даже элементарно. То есть мы, когда к кому-то обращаемся, да, мы знакомимся,
Брат, как тебя зовут? Меня зовут вот Юсуф, тебя зовут как там Абдулла. Так ведь? Мы же не говорим, эй, иди сюда. То есть есть правила уважения друг к другу, почитания друг друга. И от того, как мы правильно начинаем, зависит что? И результат нашего разговора. Так ведь? И поэтому раньше, когда люди приходили к царям, да, то есть они приветствовали его, они проявляли знак уважения к ним, так же, как и пророк саллям это делал. Когда он писал письма, например, он написал императору Рима, да, он же не написал там кусочек ада, давай там прими ислам и ты спасешься, да? Нет, он написал Азим Рум, великому правителю Рума, потому что, на самом деле он был великий правитель. Там другим писал, то есть он проявлял уважение к ним. И от этого зависит дальнейший разговор, дальнейший результат. И что касается обращения к Аллаху, конечно, тут есть свои условия. Хотя к Аллаху не надо записываться заранее, да? Не нужно где-то заранее кого-то предупреждать. Альхамдулилlah, Аллах всегда открыт для нас, то есть и если рабы твои спросят обо мне, скажи, я близок. Уджибу да'вата дага ида даган. И я отвечу мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. И пусть они тоже ответят мне и уверуют в меня. Быть может, тогда они будут на пути истины. Вот поэтому Всевышний, да, ему не надо заранее записываться. У него нет часов приема, хотя есть отдельные времена, где у нас, иншаллах, надежды будет больше, что Аллах примет. Но в любое время суток, с любого места, на любом языке, так ведь мы можем обращаться к Аллаху. Но результат наших дуа зависит от того, как мы правильно к Нему обращаемся. Как мы правильно к Нему обращаемся. И вот один из этих правил, когда раб хочет обратиться к Аллаху, он должен правильно начинать дуа. То есть взывание — это когда ты что-то у Аллаха просишь. Или же зовешь Его на помощь. Так ведь? Он нужен тебе, Его помощь нужна, Его милость нужна, Его забота нужна, Его защита нужна. Это все понятно. Но нельзя спешить сразу переходить к тому, что тебе нужно. То есть многие братья или из-за нехватки времени, или мы так думаем, да, мы сразу начинаем обращаться к Аллаху: Аллах, дай мне это, дай мне то, не спеши. Если хочешь, чтобы твои просьбы имели большую ценность перед кем? Перед Ним, перед Аллахом. Научись правильно обращаться к Нему. Даже очень много зависит, результат твоих дуа зависит от того, как ты обращаешься к Нему. Аллах сказал, у Аллаха есть прекраснейшие имена. Поэтому взывайте к Нему посредством этих имен. Посредством этих имен, это у нас отдельная тема была, сейчас я не буду повторяться. Но правило дуа. Прежде чем переходить к твоему вопросу, нужно начинать с восхваления Всевышнего Аллаха. Не спеши. Где твои хамды? Ат-тана. То есть слова восхваления, восславления Всевышнего Аллаха. Ибо Аллах, Он достоин того, чтобы Его восхваляли. Аллах достоин того, чтобы Его восхваляли. Так ведь? Поэтому нужно восхвалять Аллаха. Нужно вспомнить Его прекрасные качества, то есть которому присуще Его величие. Так ведь? Его сила, Его мощь, Его милость. Это все нужно вспоминать, когда мы обращаемся к Аллаху. Также нужно вспомнить Его милость, которую Он уже проявил к нам. То есть, чего ты хочешь от Аллаха? Ты хочешь милости? Чтобы по милости Он даровал тебе это, это и это. Чтобы по милости Своей Он тебя
одарил тем-то, тем-то, тем-то. Все понятно. Тебе нужна милость Аллаха. Но прежде чем попросить эту милость, еще раз вспомни ту милость, которую Он уже тебе проявил. То есть, если тебе сегодня нужно от Аллаха что-то, то вспомни то, что Аллах тебе уже вчера дал, позавчера дал, год назад дал. То есть, восхваляй Его за то, что Он уже тебе дал. Не надо спешить сразу: Аллах, мне дай мне это. Скажи: Аллах, ты мне дал вот это. Ты мне дал вот это. И это ты мне дал. Расскажи об этом. У тебя проблемы со здоровьем. Ты хочешь попросить у Аллаха здоровья? Конечно. Только Аллах дает здоровье. Только Аллах и врача тебе даст. Если Аллах пожелает, и врач появится. И рука его не вздрогнет. Правильно он будет резать, да, операция. И результат будет. И все там на уровне клеток, молекул. Все сошьется, все срастется. Но только по воле Аллаха. Ля шифан илля шифау. Пророк, когда обращался к Аллаху, он говорил: нет исцеления, кроме твоего исцеления. Поэтому все его создания, они занимаются дава, лечением. А шифа от кого? Только от Аллаха. Исцеление только от Аллаха. Да, тебе нужно шифа. Тебе нужно здоровье, потому что у тебя проблема там-там. Но у тебя уже есть что-то, за что ты можешь поблагодарить Его. Поэтому, если ты хочешь попросить у Аллаха что-то, связанное со здоровьем, поблагодари Его. Скажи: о Аллах, ты мне дал зрение. Альхамдулилля, о Аллах, я по Твоей милости сколько лет живу на этой земле, каждый день вижу солнце, вижу свою любимую жену, любимых детей, а у кого-то этого нет. Вот скажи ему об этом. Скажи, что он тебе дал слух. Да, у тебя нога болит, но ты сколько лет пользуешься этими ногами, руками? Так ведь? Хочешь попросить у Аллаха ризк, имущество? Конечно, только Аллах дает ризк. Аллах сказал, Сахих Муслим, хадис, мы это хадис уже сколько раз повторяли, да? Каждый из вас голодный, кроме тех, кого я накормил. Так просите у меня, я вас накормлю. Но прежде чем что-то из имущества попросить у него, вспомни то имущество, которое он тебе уже дал. То есть расскажи ему, что ты день и ночь пребываешь в тех благах, которые он тебе дает. Машаллах, у тебя машина есть. Скажи об этом. Машаллах, у тебя квартира есть. Да, тебе, конечно, 3 нужна, но у тебя 2 уже есть. Так скажи об этом. И тот, кто дал тебе 2, он может тебе дать и 3, и так далее, и так далее. Так ведь? То есть вот эти правила мы должны научиться использовать во время дуа. То есть нужно правильно разговаривать с Аллахом. Правильно обращаться к Нему, чтобы был результат. Поэтому если мы правильно начнем, то есть с именно восхваления Всевышнего Аллаха, со слов благодарности, то это будет причиной того, что Аллах примет твои дуа. Аллах примет твои дуа. И если мы посмотрим те дуа, которые мы нашли в Коране, то есть в Коране очень много примеров дуа, и те дуа, которые мы получили в наследство от мирасун наби, от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы увидим, что большую часть в дуа, в тех словах мольбы, которые мы находим в Коране, и тех дуа, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, большая часть, вот в тексте, да, именно занимает не просьба «дай», а именно восхваление. И что? Ты уже дал, да, ты мне дал то, ты мне дал то, ты мне... Скажи 10 раз, назови то, что он тебе дал. А потом на 9 раз назови, что он тебе дал. А на 10-й раз скажи: дай мне вот это. И вот из-за вот этих 9 раз, то, что ты вспомнил, то, что Аллах тебе уже дал, вот на 10-й раз Аллах тебе даст вот это. Поэтому вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он был пророком всего 23 года. Что такое 23 года, подумайте, в истории человечества? Что такое 23 года? Он оставил такое наследство за 23 года. 1500 лет прошло. Мы сегодня
миллионы мусульман, они изучают это наследство. Это же милость Аллаха. И пророк, саллаллаху, у него не было времени на какие-то пустые слова. У него не было времени сукушып сөйлешуге. Поняли, да? Сукушып. То есть, когда мы о чем-то говорим, к сожалению, у нас много воды. У пророка, саллаллаху, никогда молока не было, там только сметана была. У него времени не было, чтобы какие-то большие тексты, большие слова. Он говорил очень коротко, но очень содержательно. Поэтому это называется как? Джавами'уль калим. Джавами'уль калим, то есть он говорил избранными словами, то есть сливки, там одни сливки. И пророк, саллаллаху, несмотря на то, что его тексты обращения дуа это были сливки, посмотрите, иногда 70% дуа пророка, 80% дуа пророка это не то, что он просит, а то, что он рассказывает, он восхвалял Аллаха. Он восславлял Аллаха его прекраснейшими именами. Он рассказывал Аллаху то, что они делали ради Него. То есть мы уверовали в Тебя, мы подчинились Тебе, мы готовы служить Тебе. И только там, когда уже 80% текста мы прочитали, там где-то сзади мы находим 20, 15, 10, а иногда и 5%. Он что-то просил у Аллаха. Но вот эти 5%, они примутся из-за этих 90 или 80%. Вот просто посмотрите дуа пророка, откройте там Хиснуль Муслим, посмотрите. То есть пророк, саллаллаху, мало просил, но зато метко, да? Редко, но метко. То есть это есть правило дуа. И самый лучший пример дуа, самый лучший пример, лучше быть не может. Это какой пример? Это что за дуа? Самый лучший пример дуа во всех правилах это Фатиха. Это суратуль Фатиха. Это то, чем Аллах открыл Коран. Так ведь? Вот самый идеальный шаблон самого лучшего дуа это сура Фатиха. Вот нужно просто вникать в смысл этой суры. Вникать. Тафсир. Каждое предложение, каждый аят. О чем там речь? С чего начинается? Суратуль Фатиха. Самое полезное, самое великое, самое мудрое дуа, ученые сказали, это суратуль Фатиха. Где Всевышний говорит, вот именно мы начинаем дуа. Откуда начинается дуа? С какого аята? Альхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим, малики ямиддин. Здесь нет пока обращений. Так ведь? То есть мы восхваляем, восславляем. Мы говорим, что только Ему мы поклоняемся, и только что у Него просим. Ихдина сироталь мустаким. Вот дуа начинается. Вот здесь начинается дуа. Но это, ученые сказали, это самое лучшее дуа. Это самое нужное дуа. Это самое великое, самое мудрое дуа. И это дуа Аллах вменил в обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки, каждый день, сколько раз делать это дуа, если он не мусафир? 17 раз. Мусульманин, муким, не мусафир, который может, который даже в нашем ханафитском масхабе, он обязан сокращать, да? Сокращать. В других масхабах они говорят, это сунна, но в ханафитском масхабе он обязан сокращать, если он не встает за имамом мукимом. Вот, 17 раз. Другого такого дуа нет. Нет такого дуа, чтобы Аллах вменил нам в обязанность 17 раз повторять это. Но это самый лучший дуа. То есть, поняли, да, почему 17 раз? 17 фарз ракагатов. В каждом ракагате ваджиб. Ваджиб, обязательно читать это дуа. Некоторые масхабы говорят, это фарз. Это фарз. Поэтому, а в нашем масхабе ваджиб, но не сунна, ваджиб обязательно. Так ведь? Поэтому Аллах, получается, вменил нам в обязанность 17 раз повторять эту дуа. И вот эта дуа, это она самая лучшая дуа. Во-первых, мы просим у Аллаха что? Наставление на путь истины.
Каждую секунду. Об этом мы говорили. Это был целый урок. Каждую секунду, каждую минуту, каждое мгновение мы нуждаемся в том, чтобы Аллах ввел нас по пути истины. Во-первых, Аллах, мы пришли на путь истины только потому, что мы татары. Да? Нет, конечно. Нет. Только потому, что у нас родители мусульмане? Нет. Потому что Аллах открыл наши сердца. И Аллах ввел нас, хидая, то есть Аллах ввел нас на путь истины. Но человек не сможет продолжать находиться на пути истины даже секунду, если Аллах не будет вести его по пути истины. То есть, получается, мы нуждаемся в том, чтобы Аллах вытащил нас с темноты невежества, неверия, ширка в свет чего? Таухида, имана, итаата и так далее, и так далее. Мы не смогли бы ничего благого сделать, если бы Аллах не наставил на путь истины. Но никто не смог. То есть, человек пришел на путь истины. Все, мы не нуждаемся в тауфике. Нет, конечно. Каждую секунду мы нуждаемся в том, чтобы Аллах вел нас по пути истины. Вот это есть, это дуа. Поэтому каждый раз, когда по какой-то причине Аллах, Он справедливый. Он никого просто так не введет в заблуждение. Но когда Аллах привел нас к истине и ведет нас по истине, но по какой-то причине, если Аллах отпустит нас, лишит тауфика, мы сразу же скатываемся вниз. Мы сразу же начинаем отдаляться от милости Аллаха и его приближаться к гневу и аду. Поэтому Аллах, Он ведет нас каждую секунду. И Пророк, когда делал дуа, он говорил: «О Аллах, не оставляй нас на свои нафсы», да? На руки своего нафса. Нафс — это вот это я. То есть не оставляй нас на это я, даже на мгновение ока. Потому что даже в мгновение ока мы скатимся вниз. Поэтому мы нуждаемся в хидая, наставлении, больше, чем нуждаемся в воздухе, чем в свете, чем в воде, чем в пище. Это есть истина. И мы этого просим у Аллаха. И здесь эта дуа включает и твои намазы. Ты помощь просишь в намазах, поклонение, твоя искренность, твоя богобоязненность, твоя любовь к Аллаху, страх перед Аллахом. Все это здесь. Все это здесь. Так говорит, сурат аль-ладина ан'амта алейхим, то есть по пути тех, кого ты облагодетельствовал, это пути пророков, посланников, сподвижников, самых лучших, да, членов уммы ислама. Гайриль магдуби алейхим, и не по пути тех, на ком гнев твой, и не по пути тех, валят дуалин, которые заблудились, которые заблудшие. Вот. Это сурат аль-Фатиха, получается, уже практически уже конец, так ведь, этой суры. Но если взять начало суры, то вот это как раз правильное обращение к Аллаху. Здесь в начале суры мы видим, эта сура начинается с чего? Именно со слов восхваления Всевышнего Аллаха. Альхамду. Альхамду. Вся хвала. Кому? Лиллях. Одному Аллаху. Раббиль алямин, который является Господом, Создателем, распределителем, который распоряжается, который управляет всеми, чем? Мирами. Мирами, которых мы знаем, которых мы не знаем, потому что есть огромный мир ангелов, мир джиннов, все под царством Всевышнего Аллаха. Ар-Рахман ар-Рахим. То есть мы уже начинаем восхвалять Аллаха посредством Его прекрасных имен. Мы говорим, что Он милостивый. И здесь идет две милости Аллаха. Так ведь первая милость, она общая, которая касается абсолютно всех. То есть это та милость, которая как знание Аллаха, которая объемлет все. То есть даже кафиры, даже безбожники, они получают кислород, у них глаза видят, у них руки, ноги слушаются. И они риск получают только потому, что Аллах милостивый. Да? И вторая милость, это та милость, которая ограничивается, то есть именно только верующими рабами.
в этой жизни, когда Аллах Тааля дает им наставление, то есть путь истины показывает, а уже там, в раю, Аллах их прощает, и судный день их прощает и вводит в райские сады. Вот. То есть мы говорим, мы восхваляем Его посредством Его имен. Малик яумиддин. Малик – это кто? Это царь. Малик – это царь. Царь чего? Яумуддин. Дня воздаяния. День, когда, да, судный день, но именно у судного дня есть около 30 названий. И один из названий – Яумуддин. День. Дин – это, то есть, это то, за что ты получаешь по заслугам. То есть ты в этой жизни что-то совершал, что-то делал, а в судный день ты получишь за это что? Ну, день зарплаты, скажем так. День воздаяния. То есть Малик яумиддин, мы говорим, ты властелин, ты царь дня воздаяния. То есть мы вспоминаем об этом. Затем это уже наше положение. То есть мы говорим, мы как присягу даем, мы говорим, Ияка на'буд, тебе только мы поклоняемся, то есть мы только твои рабы. Ва Ияка наста'ин, и только у тебя и спрашиваем помощи. То есть вот это все вступительная часть дуа. А дуа начинается только вот после этих слов. Ихдина сирата аль-мустаким. Веди нас по пути истины. И как раз вот хадис, мы этот хадис с вами несколько раз даже, наверное, вспоминали. Это хадис в сборниках имама Муслима, который передал нам Абу Хурайра, радиаллаху анху, который сказал «Сами'ату». Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Каля Аллаху Тааля». То есть Аллах сказал, это священный хадис, «Кудси, қасамту салата бейни ва бейна абди нисфайни». То есть я разделил намаз на две части, то есть между мной и между моим рабом, на две части. Но ученые сказали, что здесь речь идет о суре Фатиха. Сура Фатиха, то есть намаз, Аллах назвал намазом суру Фатиха, потому что в основе намаза лежит что? Именно сура Фатиха. В основе намаза лежит сура Фатиха, поэтому каждый мусульманин, если он хочет понять смысл намаза, он должен каждый аят тафсиром знать. Он каждый аят, альхамдулилляхи роббил алямин, но это не так тяжело. Это не так сложно все. 6 аятов, 7 аятов там выучить не так тяжело именно с тафсиром. Поэтому Аллах сказал, я разделил молитву, то есть суру Фатиха, на две части. То есть первая часть это моя, вторая моего раба. Вали абди ма са'аля. И моему рабу будет то, что он попросит. Моему рабу и рабу моему будет то, что он попросит. И если раб мой скажет, альхамдулилляхи роббил алямин, Аллах отвечает ему, хаммадани абди, мой раб восхвалил меня. То есть, когда мы говорим, альхамдулилляхи роббил алямин, значит, мы должны услышать, что? Ответ Аллаха. Ответ. То есть, когда мы говорим, альхамдулилляхи роббил алямин, Аллах тебе отвечает, вот, мой раб восхваляет меня. Ар-Рахман, когда мой раб скажет Ар-Рахман Ар-Рахим, Аллах говорит Афна алейя абди, то есть мой раб восславляет меня, возвеличивает меня посредством моих имен. Так ведь? Если он скажет Малики яумиддин, также Аллах Тааля отвечает, вот раб мой восхваляет, восславляет меня. То есть на каждый аят Аллах отвечает нам. А мы с вами иногда даже не замечаем, как мы там суру Фатиха уже прочитали. Валя даллин, я же суру Фатиха прочитал. А тут на каждый аят Аллах тебе отвечает. То есть даже некоторые ученые говорят, когда мусульманин совершает намаз, когда он читает первый аят суры Фатиха, он должен даже небольшую паузу сделать, но это не обязательно, да? Он говорит, ожидая, он должен немножко постоять, якобы ожидая ответ Аллаха. Потому что Аллах на каждый аят отвечает. Да? И когда Аллах говорит, и когда мой раб скажет, «Ияка на'буд», тебе мы только поклоняемся, «Ияка наста'ин», и у тебя только и спрашиваем помощи, вот тогда Аллах скажет, «Хадихи байни ва байна абди». Это то, что между мной и моим рабом. Вот здесь разделяется сура, да?
«Вали абди ма са'аля». И рабу моему будет то, что он попросит. То есть, что это значит? Во-первых, это значит, что та первая часть, это чья? Кому? Это Аллаху. Все, мы правильно обратились к Аллаху. И когда проходит вот эта часть, все, мы доходим до нашей части, да? «Ияка набуду ва ияка настаин». И Аллах говорит, это то, что между мной и моим рабом. И самое главное, результат. Аллах говорит, и рабу будет то, что он попросит. То есть Аллах говорит, я дам ему то, что он попросит. «Ихдина ссирата аль-мустаким». Вот. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Вот, поэтому Аллах научил через эту суру, эту великую суру, это самая великая сура. Если у вас просят самая великая сура в Коране, то это суратуль Фатиха. Это самая великая сура, которая содержит смысл всего Корана. Поэтому ученые говорят, что это мукаддиматуль Коран. То есть, когда мы открываем многие книги, то на первой же книге мы видим предисловие автора. Так ведь? То есть, мы читаем вот это мукаддима, предисловие, и там автор, он пишет о том, о чем эта книга. То есть, эта книга о том-то, о том-то, о том-то. Вот, когда, говорит, мы открываем суру Коран, мусхаф, мы, читая суру Фатиха, мы понимаем, о чем содержание этой книги. Вот. Поэтому это самая великая сура. И вот Аллах научил в этой великой суре, как его рабы должны взывать к нему, как его рабы должны просить у него правильно, и как его рабы должны искать путь к его ответу, к его довольствию. Это тавассуль называется. Тавассуль посредством его имен, посредством восхваления его имен. Также мы с вами говорили, когда мы обращаемся к Аллаху, мы можем вспомнить те дела, которые мы совершили ради Него. «Ияка на'буд», мы говорим, Аллах, мы только Тебе поклоняемся. То есть это уже ты говоришь то, что ты делаешь ради Него. Вспомните тех троих, которые ощутились где? Оказались в пещере, и лавина закрыла выход с пещеры. Каждый из них вспомнил одно такое дело, которое он совершил, вот такой искренне совершил это дело в своей жизни. И это оказалось причиной того, что Аллах принял их дуа. Поэтому вот сура Фатиха это тоже есть. «Ияка набуду ва ияка настаин». «Ияка набуду ва ияка настаин». Поэтому вот Аллах Тааля, если человек хочет научиться правильно обращаться к Аллаху, вот сура Фатиха, там это все есть. Тут есть и восхваление, тут есть и мы ищем ответа довольства Аллаха через наши благодеяния, то есть «Ияка на'буду ва ияка настаин», да? И когда мы обращаемся к Аллаху, мы можем сказать: «О Аллах, мы уверовали в Тебя. О Аллах, я ради Тебя пришел к Тебе в дом. Я ради Тебя совершил этот намаз. Я ради Тебя пощусь во время поста, например, перед ифтаром». Пророк ﷺ сказал, Аллах отвечает, то есть принимается наша дуа. Вот скоро Рамадан, иншаллах, месяц уже, да, остался. Вот, то есть перед ифтаром, когда у тебя там все высохло, во рту пересохло, все, ты устал уже весь, ты хочешь пить, так вот скажи это Аллаху. Не надо это в газету писать, не надо это в Инстаграм писать. Зачем ты там, кому это хочешь рассказать? Ты расскажи это Аллаху лучше. Ты такой лайк получишь, иншаллах, от него, да? Поэтому скажи: «О Аллах, вот, ты видишь, у меня все пересохло. Это только ради Тебя». Это не потому, что там я болею, у кого-то еще хуже. Так ведь, он болеет, он не может пить. У нас один брат принял ислам, когда 3 дня ему желудок вырезали. Он 3 дня ждал, чтобы ему воду дали. Я, говорит, понял, что самое ценное на этой земле — это вода, говорит. Субханаллах. То есть я просто лежал и мечтал, когда мне воду дадут. Там врач сказал: все, там только рот можно замачивать, а так нельзя. То есть это же милость Аллаха. Поэтому если ты
ради него оставил воду, так скажи ему об этом. Если ты голодный, у тебя там в желудке пусто, так скажи, что ты это только ради него делаешь. Или ты там отказался от какого-то греха, от какого-то искушения, ты там занимаешься, не знаю, каким-то делом, каким-то бизнесом, и пришел к человеку и говорит: слушай, вот есть такой прямо суперприбыльный бизнес какой, да вот наркотики продавать. И ты уже: астагфируллах. Ты что, это же грех, это Аллах запретил. Аллах запретил, нельзя так делать. Это зло, это зулим. И ты отказался от этого ради него. Так вот скажи Аллаху об этом. Тот же второй или третий, какой был там по численности, да? Он же отказался от зина только ради Аллаха. И он сказал об этом Аллаху, и Аллах принял его дуа. Поэтому вот это все в суре Фатиха. Это все в суре Фатиха. И вот давайте один пример пророк саллаллаху алейхи ва саллям возьмем. Один пример. Это дуа, посредством которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям взывал к Аллаху, когда вставал на тахаджуд. Во время тахаджуда пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался к Аллаху с этими словами. Этот хадис сборник имам аль-Бухари от Абдулла ибн Аббаса, радиаллаху анхума. Он говорил следующие слова. Аллахумма лакаль хамд. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. И вот здесь начинается просьба. Сейчас переведу, да? فاغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلن أنت إلهي لا إله إلا أنت. Все, вот оно, предложение. Там оно, да? О чем пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил? Он говорил: Аллахумма, о Аллах, лакаль хамд, вся хвала тебе. Анта нуру самавати валь арды ва ман фихинна. Ты свет небес и земли и всего того, что в небесах и на земле. Валякаль хамд, и тебе вся хвала. Анта кайюму самавати валь арды ва ман фихинна. Ты тот, кто распоряжается небесами, землей и всем тем, что между ними, что в них. Все, то есть все в руках твоих, и небеса, и земли, и все существа, все, что находится в небесах и на земле. Все в твоих руках, ты ими распоряжаешься. Валякаль хамд, и тебе хвала. Анталь хак, ты являешься истиной. Ва'адука хак, и твое обещание является истиной. Аллах обещал. Аллах обещал, и пророк сказал: твое обещание истина. Помните при Бадре, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидел тысячи снаряженных бойцов со стороны курайшитов и увидел 19 мусульман. И он же сказал: о Аллах, дай мне то, что ты мне обещал. Если ты погубишь их, то никто не будет на этой земле поклоняться тебе. О Аллах, не спошли мне твою помощь, которую ты мне обещал. Вот поэтому ты обещал. Ва'адука хак, и твое обещание хак. Валикаука хак, и встреча с тобой, это есть истина. Все мы вернемся к Аллаху, да, и предстанем перед Ним. Это хак. Вальджаннату хак. И рай твой хак, это истина. Ваннару хак, ад является истиной. Ваннабиюна хак, и все пророки, о ком ты нам сказал, все являются истиной. Вассаату хак, и судный час является истиной. Ва Мухаммадун, саллаллаху алейхи ва саллям, хак, и пророк Мухаммад является истиной. Аллахумма лака аслам. Тут пока еще нет. Вот до этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям восхвалял Аллах. Дальше он начал рассказывать те дела, которые он совершил для него, ради него. Это второй этап уже, да? Как сура Фатиха. То есть мы дошли до каких слов? Ияка нахбуд ва ияка настаин. Все, вот до этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям восхвалял его. Дальше он уже рассказывает то, что он делает ради него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: Аллахумма, о Аллах, лака аслямту. Тебе я подчинился. Ислам – это подчинение. Тебе я покорился. Вабика амант.
и в тебя я уверовал, ва алейка таваккальту, и на тебя я уповаю, все, моя жизнь, мое здоровье, все в твоих руках. Ты меня спасешь, ты меня защитишь. То есть я уповаю на тебя. Ва илейка анабт, и я направился к тебе. Анабт, направился к тебе. Ва бика хасамту, и ради тебя я спорю. То есть, например, с неверными, да, когда человек спорит, приводит какие-то доказательства, вот это хасама, это спор, да. Ва илейка хакамту, то есть и я от тебя жду решения. Вот до этого места пророк саллаллаху алейхи ва саллям ничего не просил. Это уже сколько мы говорим, разбираем, да? Дальше идет, какая просьба? Фагфирли, прости меня. Ну, можно сказать одно слово, вот. Фагфирли, прости меня. А дальше уже пророк поясняет, что ему простить, да? Ма каддамту ва ма аххарту. То, что я тогда еще сделал, совершил, и то, что я позже совершил. Да? Ма каддамту ва ма аххарту. Ва ма асрарту ва ма а'ланту. То, что я скрыл, то есть тайно совершил, какие грехи. Ва ма а'ланту, явные грехи. Анта иляхи, ла иляха илля ан. Дальше, смотрите, завершение. Снова переходим куда? Снова переходим к восхвалению. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Анта иляхи», ты мой Бог. То есть ты мой илях, которому я поклоняюсь. Ля иляха илля ан. И нет божества, кроме тебя. И нет божества, кроме тебя. Вот посмотрите, тут практически одно слово. Фагфирли. Прости меня. Но какая вступительная часть, да? И в конце: «Анта иляхи, ля иляха илля ан». Ты мой илях. И нет достойного поклонения, кроме тебя. Кроме тебя. Вот этот хадис, вот этот дуа тоже является примером правильного дуа, что нужно начинать со слов восхваления, восславления и тех дел, которые ты сделал ради него. Также можно привести пример дуа Юсуфа. Дуа Юсуфа, алейхиссалям. Это все в Коране. Да? Сура Юсуф, 101 аят 101. «Робби, о мой Господь, قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث». О Аллах, ты даровал мне царство из царствия. То есть Аллах вытащил его из тюрьмы и сделал его правителем. Так ведь? Правителем сделал. То есть из-за того, что тот правитель увидел какой-то сон, и никто не мог ему это объяснить, это было причиной того, что Аллах освободил его. То есть он вышел с тюрьмы и стал правителем великим. То есть он, прежде чем попросить что-то, он еще пока не просит, он говорит об этом. О Аллах, ты наделил меня царством. وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. И ты научил меня толковать сны. Это же одно из его чудес было, так ведь? فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Ты являешься создателем, ты создатель небес и земли. «Анта валийи». Ты мой покровитель. «Фид дунья валь ахира». Как в этой жизни, так и в вечной жизни. Он о чем-то просит, нет? Пока он ничего не просит, он только восхваляет. И он перечисляет те дары, которые Аллах ему дал. Так ведь? Вот до этого места он ничего не просит. И вот одно слово. «Таваффани». Умертви меня. То есть дай мне смерть какую? Муслимен. Будучи мусульманином. И вторая просьба. «Ва алхикни бис-салихин». И воскреси меня вместе с праведными. То есть, чтобы в судный день я был из числа праведников. Вот сура Юсуф, 101 аят. Посмотрите, какая вступительная часть, содержательная, да? И в конце. О Аллах, умертви меня, будучи мусульманином, и воскреши меня вместе с праведниками. Вот это дуа Юсуфа, алейхиссалям. И
Дуа, Юсуф много дуа делал. Но вот это дуа Аллах оставил в Коране. И спаслал в Коране, чтобы мы знали. Вот это шаблон правильного дуа. Аюб, алейхиссалям. Что постигло Аюба? Он болел. Он очень долго болел. Аллах испытал его болезнью, да, своего любимого праведного раба. Дуа Аюба, алейхиссалям. Ва Аюба иднада рабба. И вот вспомните, Аллах говорит Аюба, который воззвал к своему Господу. С какими словами? Анни массания дур. О Аллах, меня постигло зло. То есть меня постигла болезнь. Меня постигла болезнь. Ва анта архамур рахимин. И ты милостивый из милостивейших. То есть ты самый милостивый из всех милостивейших. То есть Аллах дал ему болезнь. И он знает, что Аллах может исцелить его по своей милости. Так ведь? Поэтому он сказал: Аллах, меня коснулось зло. Ва анта архамур рахимин. И ты самый милостивый из всех милостивейших. Он только так сказал. И Аллах говорит: фастаджабна лаху. И мы ответили ему. Мы ответили ему. Факашафна ма бихи мин дур. И мы избавили его от этого зла, которое его постигло. Аллах дал ему исцеление. Ва атайнаху ахля. И мы вернули ему его семью. Ва мислахум маахум. И в 2 раза больше. То есть то, что он потерял, близких, да, 2 раза больше. Рахматам мин индина. Милостью от нас. Ва зикра лиль абидин. И чтобы было это в этом напоминание для рабов. Суратуль Анбия, 83-84 аят. Вот это мы видим форму дуа Аюба, алейхиссалям. Также улюль альбаб, то есть Аллах Тааля, когда описывает обладателей разума, которые ядкуруна Аллаха кияма ва кугудан ва галя джунубихим, которые поминают Всевышнего Аллаха и стоя, и сидя на своих боках, и те, которые размышляют над сотворением небес и земли, они что говорят? Раббана, ма халакта хада батиля. О Аллах, ты не создал всего этого понапрасну. То есть все, что происходит, в этом есть мудрость Аллаха. Все, что бы тебя не постигло, в этом мудрость Аллаха. Поэтому они говорят: Раббана, о Господь наш, ма халакта хада батиля. Ты ничего этого не создал понапрасну. Субханак, ибо ты пречист от всех недостатков. Аллах не может что-то создать просто так, бессмысленно, без какой-либо причины. Поэтому все, что происходит, в этом есть мудрость какая-то. Все, то, что произошло в Турции, в Сирии, да, то, что с нами происходит, все по мудрости Аллаха. Поэтому мы признаем, мы говорим: о Аллах, ты ничего этого не создал понапрасну. Субханак, ты пречист от всех недостатков. И вот дальше дуа. То есть мы просим: факина гадабаннар, спаси нас от адского пламени. Это сура Аль-Имран, 191 аят. И даже дуа уль-маляика, ангелы, которые взывают к Аллаху, они также используют эти правила. Эти правила. Сура Гафир, прощающий, 7 аят. Аллах говорит нам о мольбе, о дуа безгрешных ангелов. Они как говорят? Раббана, о Господь наш. Васи'ата кулли шейин рахматан ва ильма. Ты объемлешь все своей милостью и знанием. То есть милость Аллаха, она безгранична, так же, как и его знание. Поэтому Ар-Рахман, Ар-Рахим. Так ведь? Две вида милости. Первая милость, она объемлет то, что объемлет его знание. То есть знание Аллаха безграничное, и он знает все. Поэтому его милость, вот эта первая, она объемлет все. И ангелы, которые ждут его милости, они говорят: о Аллах, у тебя милость безгранична, так же, как и твое знание безгранично. Они восхваляют его. И дальше что говорят? Фагфир, прости. Ангелы за кого просят прощения? У них нет грехов. Они говорят: фагфир лилладина табу.
простить тем, которые каются, которые покаялись, да, вот табау сабиляк, и которые следуют твоему пути, по твоему пути, то есть идут по твоему пути. Вакихим азаб аль-джахим, и спаси их от адского наказания. Сура Гафир, 7 аят. И таких, дорогие братья, примеров огромное количество. Вот, поэтому 5 минут буквально. Поэтому, когда мы начинаем дуа, мы с чего начинаем? Мы начинаем со слов восхваления, восславления и тех дел, которые мы делали только ради Него, делаем только ради Него. То есть расскажи, что ты мусульманин, что ты уверовал в Аллаха, что нет божества достойного, кроме Него, и так далее, да? Дальше. Все, мы уже можем просить, нет? А? Дальше что? Второй этап. Дальше пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Салават. Дальше идет салават. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Фудаля ибн Убайд, радиаллаху анху, передает, что как-то раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, услышал мужчину, который в своем намазе взывал к Аллаху. Фалям юсалли аля наби. И он не воздал салават за пророком. То есть он обратился к Аллаху и забыл воздать салават. Не сделал этого, да? Может, не знал. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он поспешил. Он поспешил. Затем, дааху, когда он закончил намаз, он сказал, он позвал его к себе. Факаля лаху али гайрихи. То есть он сказал ему и другим. Он сделал насихат и сказал, «Ида салля ахадукум фальябда битахмидиллахи ва тханаи алейхи». Когда кто-либо из вас взывает к Аллаху, делает дуа, пусть начнет с восхваления Аллаха. Пусть начнет с восхваления Аллаха. «Thumma la yusalli аля наби». Затем пусть он обязательно воздаст салават за пророка. То есть сначала аль-хамд, восхваление, восславление, затем салават. Как вам удобно. Вассаляту вассаляму аля расулилля. Аллахумма салли. Самый лучший салават какой? А? Тот, который мы читаем во время намаза. Лучшего салавата нет. Вот там страницы, и по 5-6 страниц, там салават кабира, один раз прочитаешь в жизни, и все, больше намаз даже нельзя, можно не читать. Это все сказки, байки. Вот самый лучший салават — это тот, который Аллах дал нам в намазе. Поэтому можете вот обычно вот этими словами. Там кому-то тяжело, может, вассаляту, вассалям, валяр. Не все же имамы, да? Не все, может быть, арабские. Ну, вот тот салат, который выучил, говори вот эти слова. Можешь просто сказать, Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля Мухаммад. Но второй этап — это салават за пророка. Thumma. И затем только пусть попросит то, о чем он хотел. Пусть попросит то, о чем он хотел. Поэтому, завершая сегодняшнюю лекцию, мы делаем итог. Структура дуа. Сначала слова восхваления Всевышнего Аллаха, восславления, и то, что ты ради Него делаешь, то есть это все ради Аллаха делаешь, да? Дальше идет салават за пророка, и дальше все, пришло время и за себя что-то попросить. Поэтому как это надо понять? Сначала права Аллаха, затем права пророка, а затем права твои и других рабов. Вспомните салятуль джиназа. А? Намаз джиназа. 4 такбира. И между такбирами специальные слова дуа. Да? После первого такбира что читаем? В ханафитском мазхабе читается дуа уль-истифтах, та дуа, которую мы начинаем намаз. Субханак Аллахумма бихамдик, ва табарак асмук. Так ведь? Здесь чье право идет? После первого такбира идет право Аллаха. Майит пусть подождет немного. Чтобы Аллах принял эту молитву, нужно начать молитву с прав Аллаха. Сначала восхвали Аллаха. Потом такбир, второй. Чьи права идут? Ас-саляту аля наби. То есть Аллах, Он не примет твою мольбу, если ты в этих словах забудешь про кого? А?
про его самого любимого пророка, про самого любимого создания его. То есть твои слова не будут иметь никакой ценности, если ты забудешь попросить за его пророка. Поэтому, если хочешь, чтобы Аллах дал тебе то, что ты за себя просишь, конечно, мы и за себя не забудем. Так ведь? Но если ты хочешь, чтобы твои слова, просьба имела ценность, попроси сначала за его пророка. Аллах так его любит. Аллах так его любит, что он даже не примет твои дуа, если ты забудешь про его пророка. Это правило. Поэтому право Аллаха, право пророка, а затем ты, твои родители, твои дети и все остальные. Так ведь? Но вот эти два права нельзя пропускать. Потому что это, даже про салават, сподвижники сказали, что это крылья дуа. Все твои вот эти жалобы, все твои просьбы, все твои испрашивания помощи, они будут хвататься за что? За твои салаваты. Поэтому ученые даже сказали, во время дуа постройте дуа так, что в 3 местах у вас салават должен быть. В начале, после альхамду вассана, да, в середине и в конце. Поэтому многие имамы, когда просто обратите внимание, да, они говорят: «Вассаллиллаху аля набийна Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин». Так ведь? То есть в конце. Вот поэтому в начале, в середине и в конце. Потому что это крылья, за что будут хвататься наши просьбы, наши испрашивания, да, вот это все, истигфары наши, они будут хвататься за крылья, которые вот салават за пророка. Но, иншаллах, давайте будем продолжать еще. Скоро уже месяц Рамадан. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.